Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Укшара. Прокуратура Гагарского района подала 5 исковых заявлений по фактам нарушений в Пицунда-Мюсерском заповеднике земельного и природоохранного законодательства. Об этом сообщил генеральный прокурор на встрече с президентом. Подробности в материале Ренаты Шакая. В конце прошлого месяца президент Рауль Хаджимба посетил незаконно строящиеся объекты на территории Пицунда-Мюсерского заповедника. Глава государства, члены правительства и представители экологических служб республики осмотрели 4 туристических объекта на берегу моря в заповедной зоне. По итогам проверки Рауль Хаджимба провел выездное совещание по вопросам незаконного строительства на территории заповедника и города Пицунда. Президент поручил Генпрокуратуре в кратчайшие сроки разобраться в этом вопросе. Я просил бы вас довести до всех нас ту ситуацию, которая складывается на сегодняшний день в Мюсерском заповеднике, в Мюсерско-Пицунском заповеднике. После тех наших проверок, каковы результаты вашей работы, что сделано и какие предстоят следующие шаги для того, чтобы привести в порядок этот заповедник и окружающую там территорию с теми процессами незаконного строительства, выделениями земельных участков, которые, как вы мне ранее докладывали, что никаких документальных подтверждений на предмет получения этих земельных участков вами не выявлено. Приведу примеры, которые были нами выявлены. Значит, природоохранной прокуратурой направлено исковое заявление о сносе незаконного строения, возведенного гражданином Хагуш на территории Пицунско-Мюсерского заповедника. Следственному управлению Генеральной прокуратуры по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Это самовольный захват земли. Тогда во время инспекции президент посетил здание администрации Пицунда-Мюсерского заповедника. Как оказалось, второй этаж в летний период сдавался отдыхающим. По словам генерального прокурора республики Зураба Ачба, подобного рода действия – грубейшие нарушения в заповедной зоне. Особое нарушение, которое нами было выявлено, не нами было выявлено, вы все были свидетелями этого, многие из вас журналисты, когда мы обходили, это было то, значит, когда в здании административного корпуса Пицунско-Мюсерского заповедника второй этаж данного здания был фактически сдан в наем под гостиничные номера, что крайне недопустимо со стороны директора заповедника Малия, в настоящее время бывший директор заповедника. В отношении него проводится доследственная проверка, в ближайшие дни будет возбуждено уголовное дело по статье 285 Уголовного кодекса. Это злоупотребление должностными полномочиями. Он, значит, заключил договор с своим работником, инженером, лесопатологом Махари, в отношении которого также будет возбуждено уголовное дело по незаконном предпринимательстве. Прокуратура Гагарского района подала 5 исковых заявлений в суд по факту нарушений в Пицунда-Мюсерском заповеднике. По словам Ачба, Генпрокуратура совместно с соответствующими органами провели проверку соблюдения в Пицунда-Мюсерском заповеднике земельного и природоохранного законодательства и выявили целый ряд нарушений. Речь идет не только о незаконном строительстве объектов на особо охраняемой территории, но и о вырубке самшитовых деревьев. По словам Генпрокурора, на территории Пицунды был установлен факт незаконной рубки 185 деревьев самшита. По данному факту также заведено уголовное дело. Осмотром Пицунской сосновой рощи в Пицунско-Мюсерском заповеднике был установлен факт незаконной порубки 185 деревьев породы самшит. Данный материал передан в Следственное управление Генеральной прокуратуры, возбуждено уголовное дело. Незаконная порубка, статья 257. Это я сейчас вам рассказал. То, что касается Пицунско-Мюсерского заповедника, по всем этим случаям, естественно, не могло быть и нет никаких разрешительных документов, потому что на территории заповедника недопустимо какое-либо строительство. Единственное, что надо сказать в этой части, что отсутствовал должный контроль со стороны контролирующих органов, которые своевременно не приняли мер для того, чтобы мы с этим столкнулись в начальной стадии и имели возможность принять меры прокурорского реагирования. Мы все там были, видели, что эти объекты практически завершены,
они коттеджи, это сложенные из бревен коттеджи, и даже некоторые там прямо к соснам прибитые, что говорит о варварском отношении к нашей природе. Пицунда – это особый район, Пицунская сосна, Пицунский заповедник – это особо охраняемая территория, которая нуждается в защите государства. Президент Рауль Хаджимба подчеркнул, что незаконное строительство объектов необходимо пресекать во всех районах и городах республики. У нас вопрос незаконного строительства достаточно очень жестко будет стоять. Это касается города Гагры, это касается Цандрипша, это касается практически всех наших городов и районов, касается и города Сухум. Вот просто поехать и посмотреть на въезде в республиканскую больницу. Ехать практически сейчас в республиканскую больницу невозможно. Я просил бы провести соответствующую работу по проверке законности строений, которые сегодня там организовываются. Это касается парковой зоны города Сухум. У нас где кому не придется, все начинают заливать какие-то фундаменты для того, чтобы потом со временем начать опять строительство, несмотря на то, что есть запреты на эти все строения. Просил бы не просто запрещать, а заниматься вопросами очень жесткого контроля по отношению к лицам, которые дают соответствующие разрешения. И таковые тоже есть. Это все администрации городов и районов, лица, ответственные за как раз таки такую работу. Это наши все подразделения, связанные с выдачей соответствующих разрешений, созданием соответствующих проектно-сметных документов, там, где все это давалось, каким образом это разрешалось, имеются ли эти соответствующие разрешительные документы, все это должно стать предметом вашего расследования. Глава государства заявил, что недопустимо строительство зданий, не вписывающихся в архитектурный облик городов. Президент поручил генпрокурору продолжить работу в этом направлении и в ближайшее время отчитаться. Рената Шакая, Беслан Джинджули, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба встретился с постоянным представителем программы развития Нильсом Скоттом. На встрече президент отметил, что Абхазией и международными организациями обсуждается большое количество вопросов. Выразил надежду на то, что взаимоотношения Республики Абхазия и ООН в дальнейшем будут развиваться в позитивном русле, и организация будет оказывать республике всевозможную поддержку. Нильс Скотт отметил, что на данный момент есть конкретные результаты помощи, оказываемой ООН Абхазии. Президент также подчеркнул, что помощь и поддержка международных организации являются неполными без признания независимости Республики Абхазия. Те вопросы, которые требуют обсуждения, мы готовы их обсуждать. Я надеюсь на то, что многие те задачи, которые мы ставим, получают и понимание, и поддержку, и хотелось бы, чтобы и в дальнейшем возможности реального продвижения многих тех вопросов, которые интересны для абхазской стороны в контексте разрешения многих проблем, которые ставятся и международными организациями, были бы понятны и тем, кто в этом вопросе с нами соприкасается. Я не сомневаюсь, что так будет. Мы будем позитивно развивать свои взаимоотношения. Я считаю, что в прошлом, господин президент, во время наших предыдущих встреч у нас всегда была возможность с вами обсуждать, что Организация Объединенных Наций делает в Абхазии, как она способна помочь населению Абхазии. И считаю, что мы всегда имели возможность обсуждать, помимо всего прочего, и конкретные результаты, которым приводит деятельность в Абхазии, касающиеся, к примеру, вопросов образования, сельского хозяйства. И помимо всего прочего, хочу сказать, что действительно сейчас наша организация проводит и осуществляет в жизнь очень много проектов в Абхазии, которые можно охарактеризовать как успешные и которые приносят действительную пользу местному населению. Президент Рауль Хаджимба поздравил с 90-летием заслуженного деятеля культуры, члена Союза журналистов Абхазии Сергея Квициня. В течение 20 лет вы руководили редакцией газеты «Апснабщ». Вы избирались депутатом 3 созывов Верховного Совета Абхазской АССР. 2 десятилетия вы являлись председателем Союза журналистов Абхазии. Благодаря вашим усилиям Союз журналистов Абхазии смог войти в Международную конфедерацию журналистских союзов. В блокадные годы, вопреки препятствиям, чинимым грузинской стороной, вам удалось сохранить связи с Союзом журналистов России, говорится в тексте поздравления.
18 мая в Сочи состоится подписание соглашения между Абхазией и Россией о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел. Документ подписывается во исполнение договора между о союзничестве и стратегическом партнерстве. Об этом информирует пресс-служба МВД РА. Центр создается для координации деятельности Республики Абхазия и Российской Федерации по противодействию организованной преступности и иным опасным видам преступлений. Структура и штатное расписание центра утверждаются МВД Республики Абхазия и МВД Российской Федерации по предоставлению директора центра в пределах штатной численности. Предельная штатная численность центра составляет 20 единиц. Директор центра и его заместитель назначаются сроком на 3 года совместным решением министров внутренних дел Абхазии и России. Причем руководители центра не могут быть представителями одного государства и назначаются поочередно от каждого государства по принципу ротации, говорится в тексте пресс-службы МВД Абхазии. На Ингургэс произошел системный сбой, вследствие которого гидроэлектростанция была остановлена. Была прекращена подача электроэнергии на 1 час 4 минуты. По словам гендиректора РУП «Черноморэнерго» Аслана Басари, электроснабжение восстановлено и напряжение в сети есть. Гагарский филиал РУП «Черноморэнерго» проводит работы по замене устаревших электростолбов по улице Терешковой. На одной стороне улицы уже установлено 17 столбов и проведено более 300 метров линии электропередач. По словам сотрудников «Черноморэнерго», если позволят погодные условия, работы по всему периметру улицы будут завершены в течение недели. На данном этапе уже произведены работы с одной стороны улицы. Были установлены опоры, протянута линия с подключением уже населения. На сегодняшний день осталась у нас другая сторона улицы, где нужно будет тоже установить опоры и протянуть кабель. «Симра» – так называется новая книга абхазского поэта Рушбе Смыр. Она вышла в свет совсем недавно и посвящена трагическим событиям XIX века на Кавказе. Признавали поэму в Москве в Центральной научной библиотеке имени Некрасова. Литературный вечер, на котором звучали стихи Рушбе Смыр, абхазские песни о Чамгур, прошел в теплой и дружеской атмосфере. Ученые делились своим мнением о произведении и вспоминали классика абхазской литературы Баграта Шинкба. Подробнее расскажет Низ Фаршба. Историческая поэма Рушбе Смыр посвящена трагическим событиям XIX века на Кавказе, из-за которых исчез целый народ – убыхи. Появление этого художественного произведения, по мнению участников презентации, является знаковым событием как в творчестве автора, так и в целом в абхазской литературе. Прекрасно, что эта поэма сейчас у читателя, и я очень рад, что она вышла и на русском языке. К сожалению, русских переводов Рушбея не так много. И вот сейчас стараниями Натальи Орловой мы получили новый вариант. Когда автор похвалил этот перевод, это дорогого стоит. Кто может быть лучше оценить перевод, чем сам автор? Если Рушбей сказал, я уверен, что этот перевод блистательный. В книге представлен оригинал поэмы на абхазском языке, а также ее переводы на русском и турецком языках. По мнению ученых, поэма об исчезнувшем народе звучит как предостережение будущим поколениям, как призыв беречь свою национальную культуру, язык и традиции. Рушбе Смыр – это действительно народный поэт по своему стилю, по своему духу. Народный поэт, он пишет до сих пор в классических традициях. Эта поэма займет достойное место в истории абхазской литературы. Будем надеяться, что Рушбей еще обрадует нас новыми произведениями. Вечер украсили музыкальные номера, песня в исполнении джаз-певца Тимура Хагба и звучание Чамгура. Кроме того, на презентации звучали стихи Рушбе Смыр на абхазском и русском языках, которые читали студенты, обучающиеся в московских вузах. Низ Фаршба, абхазское телевидение. Животноводство – одна из тех отраслей, которыми Абхазия славилась всегда. Этому способствует мягкий климат и огромное количество зелени здешних мест. Неудивительно, что именно поэтому Абхазия привлекает все больше инвесторов в этом направлении. Министр сельского хозяйства Даур Тарба и глава Учимчирского района Хрипс Джопуа недавно вернулись из рабочей ознакомительной поездки в Турцию. О целях и итогах поездки в нашем эксклюзивном репортаже.
Небольшая делегация в составе министра сельского хозяйства Абхазии Даура Тарба и главы Учимчирского района Хрипса Джопуа отправилась в Турцию по приглашению группы бизнесменов, которые планируют начать свою деятельность у нас в Абхазии. Поездка имела знакомительный характер, а знакомиться и правда было с чем. Огромный животноводческий комплекс развернулся в одном из самых процветающих курортных сельскохозяйственных регионов Турции, в местечке Атакёй, вблизи от третьего по величине города Турции Измира. 1500 голов скотины, 8 тонн молока в день. Все это животноводческая ферма Бон Торо, которая находится в Турции, в районе города Измир. Возможно, совсем скоро аналогичная животноводческая ферма появится и у нас в Абхазии, в Ощемчирском районе. Животноводческий комплекс Бон Торо входит в тройку лидеров производства молока и мяса в Турции. Это, несомненно, говорит о качестве добываемого сырья и о доверии потребителей. И, по всей видимости, не зря. Ведь в Бон Торо представлены коровы самых лучших пород, привезенных из Швеции и других стран Европы. Работа на ферме налажена буквально по часам. Комплекс оборудован всей необходимой современной техникой. Для животных здесь созданы все необходимые условия для производства высококачественного натурального молочного сырья. Ведь даже корм местных буренок выращивают сами фермеры на своих же полях и заготавливают впрок, используя самые современные технологии. На ферме Бон Торо строго соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы. Все коровы перед забором молока проходят обязательную дезинфекцию. Животные размещены в разных загонах, исходя из их возраста, веса и породы. По статистике, одна корова в среднем дает более 35 литров молока в день. Помимо молока, Бон Торо может похвастаться и качественным мясом. У фермы есть быки весом аж более 1 тонны. Основатели и владельцы фирмы Бон Торо решили расширить свое производство, и их выбор пал на Абхазию. Бизнесмены уже приезжали в республику. Их принимал президент Рауль Хаджимба, который выразил готовность оказать предпринимателям поддержку. Конечно, если такой аналогичный комплекс будет строиться в Ощемчирском районе, это большой прорыв в вопросах животноводства нашей республики, потому что такого комплекса навряд ли в ближайшем будущем, дай бог, что такие люди еще нашлись, навряд ли такой проект будет состояться, но тем не менее имеют они огромное желание. Глава Учимчирского района Хрипс Джопуа отметил, что открытие подобного комплекса в Ощемчире внесет огромный вклад в развитие всего района в целом, и работа в этом направлении уже начата. Это не только молочные продукты местного производства, но и заводы, и, соответственно, появление новых рабочих мест в районе. Остается лишь надеяться на плодотворное продолжение начатой совместной работы. Тот интерес, который они проявили, безусловно, для нас, в частности, в Ощемчирском районе, они имеют желание это осуществить. И этот комплекс чисто животноводческий, проект уже практически схематично составлен. Думаю, что в течение этого лета мы уже приступим к осуществлению этого проекта. Абхазскую делегацию в Турции встретили с большим радушием. Аднан Озер, один из владельцев фермы, занимается животноводством вот уже 6 лет. А начинал он во дворе своего собственного дома, где и по сей день стоят загоны для скота. Фермер признается, что для него в бизнесе важнее всего качество производимого продукта. Именно поэтому он приобщает и своих детей к семейному бизнесу и прививает им любовь к труду и своему делу. Не зря говорят, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Увиденным в Турции делегация из Абхазии осталась крайне довольна. На днях намечен приезд турецкой стороны в Абхазию для дальнейшего обсуждения планов. На Алакове Эльдар Дамиров, Турция, Абхазское телевидение. Грантовую программу поддержки художников Абхазии запустила культурная площадка «Склад» при поддержке Общественного фонда развития Амшра. Подробности у Саида Джарсалия. Уже завтра стартует выставочная программа «Процессы» культурной площадки «Склад». Суть проекта – поддержать художников, организовывая новый системный подход в работе. По словам представителя фонда Амшра Илоны Турава, это идеальная комбинация для любого творческого человека, и по завершению программы общество получит новые творческие открытия.
Главная цель проекта – это найти новые имена, либо открыть по-новому старые, поддержать их творчество и дать толчок к карьерному росту. Мы все очень надеемся, что проект послужит таким профессиональным лифтом для художников и будет трамплином для их творческой и выставочной деятельности. По словам куратора площадки «Склад» Асиды Бутба, подобные экспериментальные выставки направлены на поддержание молодого творческого поколения. Мы начали заниматься этой площадкой «Склад», и у нас возникло много контактов с разными художниками здесь. Мы поняли, насколько много на самом деле есть идей различных выставок, персональных, групповых, но у нас абсолютно нет ресурсов для того, чтобы их проводить. Я хотела бы очень сильно поблагодарить фонд Амшера за то, что он нам оказывает такую честь и доверие для того, чтобы начать этот процесс, и поэтому, наверное, программа называется «Процессы», да, потому что мы хотим немножко изменить ландшафт того, что сегодня происходит в культурной жизни Абхазии, да, то есть компоненты, которые уже присутствуют, они прекрасные, и мы хотим развить некоторый новый компонент. Объявление о проведении конкурса будет опубликовано в СМИ и социальной сети Facebook, в котором будет указан электронный адрес, через который можно подать заявку. Художники, идеи которых выберут жюри, получат денежный грант в размере 30 тысяч рублей на реализацию своих творческих идей и возможность провести свою персональную или групповую выставку на культурной площадке «Склад». Участие в конкурсном отборе может принять как любитель, так и профессионал. Возрастных ограничений нет. Саиджа Арсалия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков, временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью 11-13, днем 18-20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.